Сегодня в Коми больше 30 тысяч голов крупного рогатого скота. 60% содержатся в сельхозпредприятиях. Остальное между собой делят крестьянско-фермерские и лично подсобные хозяйства. Несомненный лидер по поголовью – Карткирос. В аутсайдерах – Ударский район. Впрочем, главную задачу прошлого года аграрии республики общими усилиями выполнили. Стало больше молока, удои на одну корову у нас идут превышением более чем 1 килограмм на одну корову. Средний показатель за 2017 год по сравнению с 2016 годом. Далее другой показатель – улучшилось качество молока. Если мы первым сортом сдавали молоко в пределах 60%, то достигли 70% высшего сорта. Это главный показатель, это дополнительные деньги для наших аграриев. Я считаю, это очень хороший показатель. Помогать в регионе готовы как раз тем, кто заинтересован в модернизации ферм и увеличении поголовья. Так, в Большелуге Карткиросского района ждут результаты госэкспертизы проекта новой фермы на 400 голов. Объект поможет повысить не только удою, но и экономическую стабильность предприятия. Как говорят, снижайте затраты. Затраты снизить, я думаю, только в наших условиях в Большелуге, только потому, чтобы общее поголовье 400 голов было на одной ферме. А у нас 100 голов находится в Илибе, а 100 голов там, и затраты очень большие. Хозяйства, которые уже модернизировали помещения, а таких только за последний год больше десятка, теперь обновляют поголовье. Одни покупают животных в местных племхозах, другие везут из соседних регионов и даже из-за границы. Еще один вопрос – техника. Для многих хозяйств современные агрегаты просто не по карманам. Последнее масштабное техперевооружение в республике было лет 8 назад. Прилично закупили кормозаготовительную технику, машино-тракторный парк обновили. И вот сейчас эта техника работает и приносит свои результаты, но она ведь изнашивается. И туда опять необходимы будут вложения. Вот. А предприятие, которое строит новые помещения, оно без такой техники, без высокопроизводительной никак обойтись не может. Сегодня имеющийся парк техники уже готовят к посевной. Параллельно закупают семена и удобрения. Сейчас они пусть и незначительно, но дешевле. Аграрии до сих пор вспоминают лето прошлого года. Из-за отсутствия солнца и обилия дождей не досчитались третьего урожая. Да и качество кормов упало. Мало протеина, много клетчатки. Анатолий Князев еще раз призвал аграриев плотнее работать с землей, заниматься мелиорацией. Тем более, что на это можно получить федеральные субсидии. На призыв министра уже откликнулись хозяйства Карткироса, Ухты, Сыктывдина и Прилузья. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Карткиросский район.